Привет, друзья! С вами Юля, а это ватный хит-парад. Все самое дикое и сочное из страны процветающих скрепных болот. В комментариях к предыдущему выпуску вы жаловались, что топ стал короток, но вы же больше не смотрите, не ставите лайки, не комментируете. Я все вижу! Досмотрели до серединки и все. Для кого я стараюсь? Итак, видишь Юлю? Ставь лайк, а еще лучше комментируй. Ну а мы несемся к нашему топу кринжевых новостей. 5 место. В Челябинске перед приездом Путина произошло чудо. Небо стало чистым. Все, хватит. Теперь прислоняйтесь туда. Ой, хорошо. Челябинцы постоянно жалуются на смог из-за выбросов в промышленной зоне. Перед нами суровый Челябинск. Город, где дети носят чугунные панамы. Челябинские мужчины настолько суровые, что намазывают на хлеб нож. Но перед визитом его святейшества великого геостратега, диктатора исторических наук всея Руси Рюрика Путина небо над городом внезапно стало удивительно чистым. Обычно оно серо-черное. Местные предполагают, что просто производство остановили, чтобы трубы не мешали Путину дышать. Но и это еще не все чудеса. У нас в Челябинске наконец-то почистили все дороги от снега. Вы посмотрите, какая красота! Как тщательно все убрали. И это далеко не центральная дорога, скажу я вам. А причина проста. К нам едет Путин. Также в городе включили патриотическую иллюминацию. Уроки в школах отменили, аэропорт закрыли, а каждый столб охраняло по полицейскому. Диктатор всегда заботится о своем народе, поэтому, увидев невероятной красоты пейзажи с труб в центре города, повелел трубы убрать. Интересно, успеют к следующему его сроку? Нужно это предприятие, вредное производство, точнее, здесь в центре города, закрыть, вынести его за пределы города вместе с правительством Российской Федерации. 4 место. Распоясавшаяся белорусская молодежь, которая любит дорогие тряпки. Кошмар какой. Сегодня носишь Adidas, а завтра родину продашь. Синепалый диктатор втирал за шмот на государственном уровне. Советский лозунг играет новыми красками, когда в дело вступает Лукашенко. Одеться вся молодежь наша хочет. Ух как! Я, президент, так не одеваюсь, как некоторые обычные молодые люди. Называют эти импортные бренды и прочее. Я таких не слышал. Да ладно, Рыгорыч, ну хватит заливать. А кого видели в ремне от Hermes, а Коленька, любитель Under Armour? Будто бы диктаторская семейка не любит дорогие шмотки. Белорусы модная нация? Абсолютно модная. Мы самое главное, что модно-качественная. Белорус – это русский со знаком качества. Я еще 20 с лишним лет тому назад сказал. Молодежь вот бессовестные массово бегут из страны и не хотят участвовать в обязательной отработке после учебы. За это платят немалые деньги, поэтому Лукашенко решил запретить одеваться лучше, чем он. Наверное, должны носить исключительно мерч первого. Любимую не отдают, стоит 2500 рублей, 100% хлопок, очень хорошего качества, кстати. Футболка «Факты на стол» 1300 рублей. А это все потому, что любовь к импортным брендам – прямой путь к цветным революциям. Вот настолько бульбафюрер напуган протестами 2020 года. Поэтому молодежи надо откровенно об этом говорить, особенно студентам. Они же лучшие среди молодежи, они это должны понимать. Что же мы обманываем сами себя? Хотим допрыгаться до Украины? Поверьте, это легко. Вот еще один неосторожный шаг, и мы там. И мы врываемся в наш топ, дорогие зрители. Если вы досмотрели до этого места, не забудьте поставить лайк выпуску. Ну а мы продолжаем. 3 место и бронзовый лапоть получает хроника процветающей нации. Дворник в Ярославле избил пенсионерку, которая собирала картон у мусорных контейнеров. А наша экономика растет, в отличие от их экономик. И сегодня стала крупнейший в Европе, номер 1 в Европе. Агрессивный сотрудник ЖКХ оставил женщине фингал на глаз, выбил зубы и сломал ее телефон. Ну потому что это его помойка. Это вот телефон он бьет об кузов вот так.
Ну и на другом конце страны невероятно похорошела жизнь главного путинского электората. В Новом Осколе Белгородской области пенсионеров перед выборами покупают за продуктовые наборы. Товарищи, я Ирина Николаевна Левицкая. Левицкая? Да, там я написала тебе, что поставишь типа мои круглые глаза под сверчки. Ты не дочитала, наверное? Ну, ты понял, да, что я имею в виду? Как-то тяжело объясняю. Получила подарок от нашей администрации за то, что согласилась проголосовать за Владимира Владимировича Путина на выборах президента России 15-17 марта. Меня никто об этом не просил, но я была очень сознательной комсомолкой, инициативной, активной девочкой. А стала бабушкой с усохшими мозгами, которая согласилась продать совесть за пачку сахара и палку колбасы, оправдываясь патриотизмом. Но ничего, Ирина Николаевна Левицкая, она довольна. Прошу вас всех, кто только любит подарки от Владимира Путина и Вячеслава Гладкова, прийти в администрацию по адресу улица 1 мая, 4 и получить свой пакетик с продуктами. Делать ничего не надо, только получить свой талон и пакетик и сказать, что вы голосуете за нашего президента и любите Россию. Вон оно что! Вон куда ушли денежки-то на восстановление Шебекина. А пока белгородцы не знают, куда деваться во время обстрелов из-за отсутствия бомбоубежищ, Гладков он подарочки пенсионерам раздает, чтобы голосовали правильно. Очень выгодная покупка голосов избирателей. Довести до нищеты и раздавать еду. Сегодня я буду сытой, а завтра будет сыта вся Россия. А вы только посмотрите на этот пакетик. Чего тут только нету. И консервы, и колбаска, и сахар, и все, что только душа пожелает. Не стесняйтесь, идите, не пожалеете. Четверть века обдирал диктатор страну, а хочет еще 6 лет. Но вы не стесняйтесь, идите за чудо-мешочком. Это вам не золотые ёршики на унитазах или же костюм от итальянского бренда Бриони за 500 000 рублей. А вам вот пачка сахара и консервы раз в 6 лет. Невероятная щедрость. Знали про это американцы, в них бы Путина выбрали. Если посмотреть, что пишут в Америке, они хотели бы, чтобы у них президентом был Путин. Но у них нет. Он у нас. Второе место и серебряный лапоть получает король российской поп-эстрады. Киркоров пробивает очередное дно в попытках вернуть репутацию концерта и доход. Луи Виттон-то сам себя не купит. Теперь вход в ту дверь выглядит именно так. Филя посетил так называемую ДНР, где перед ранеными солдатами исполнил свои лучшие хиты. Ну и не только свои. У меня есть моя страна, моя страна. Уезжать никуда не собираюсь. Я живу здесь, живу, буду жить. У меня здесь дом, у меня здесь дети, у меня Петрос, папа мой. Поэтому для меня очень важно ощущение вот этого тыла. Да, мы видели, что тыл для путинского лизоблюда Фили очень важен. Уже дважды писал покаянное видео, присмыкался как мог, не помогло. Потрогай, потрогай. В оккупированную Горловку Киркоров приехал скромно, весь в черном, уже без любимых перьев, кокошника, лосин и накладной попы. Это не просто, извините, резиновая попа. Филя завывал перед ранеными оккупантами изо всех сил, как мог, путая слова песни, украденной у известной бандеровки Ирины Билык. Чего только не сделаешь из-за внезапно заблокированных банковских счетов и миллионных, внезапно взявшихся долгов по налогам. Разучился любить февраль, разучился считать до 100, разучился любить февраль, он украл тебя навсегда. От такого пения у оккупантов, наверное, 300-е стали 200-ми и снова открылись закрытые кровотечения. Так что пой, Филя, пой, не прекращай. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Впрочем, местные старания не оценили. Донбасс же ведь, не баня, грехи не смоешь. Туда же, кстати, собирается направить грешные стопы свои и бывшая украинка Лолита Милявская, так как концерты ее стали почему-то массово отменять. Этот пост в домашнем халате я хочу посвятить общественникам. Дорогие мои общественники, я только что прочла в прессе
что мои концерты юбилейные по стране полностью отменены. И именно по просьбе общественников, потому что они не считают меня достаточно раскаявшейся. Я хочу начать с вопроса: а где вы были? Вы прекрасно знаете значение этого вопроса, поэтому позвольте я расскажу, где я была. Я на протяжении очень многих лет ездила по госпиталям. Ой, ну просто мать родная, столько помогала, не щадя своего живота. А то ведь украинцы вон почему-то не пускают больше в страну и предательницей называют. Жаль, тоже вошла не в ту дверь. Наверное, ну даст Бог, я последний раз возвращаюсь к теме вечеринки, которую назвали «Голой». Названа она была так, конечно же, ироничной. В тот-то раз последнего раза не вышло, и Лолита теперь обещает целую церковь отгрохать на оккупированной территории. Интересно, а кто ж-то старую разрушил? Когда уже с нашей стороны, со стороны моей родины начали писать: чтоб ты сдохла, тварь, чтоб сдохла вся твоя семья, мне так хотелось сказать каждый раз: побойтесь Бога. Именно поэтому я сейчас буду принимать участие в восстановлении храма на одной из новых территорий. Ну, давайте так. Я буду храм восстанавливать, а вы сами знаете, чему радоваться. Но оказывается, вся эта шобла ездит на Донбасс не просто так. Система покаяний неугодных через визиты в оккупированное ЛДНР фактически поставлена на поток и курируется адміністрацією Путіна. А що москалі? Ну що, їх треба потребляти, що я і роблю. Первое место. И золотой лапоть получает Владимир Путин Гакшарович Пириев. Да-да, вы не ослышались. Вот краткая инструкция, как испортить жизнь ребенку. В Нижневартовске новорожденного назвали военным преступником Владимиром Путиным. Я привет передаю Владимиру Владимировичу Путину. В честь него я назвал своего сына. Я горжусь, что у нас в стране такой президент есть. Отец года говорит, что сам принял волевое решение, поставив жену перед фактом. При этом родители между собой называют ребенка уменьшительно, ласкательно, просто Путин. В ЗАГСе проблем записать в свидетельстве необычное имя не возникло. Наоборот, сотрудники с восторгом восприняли инициативу родителей. Родня тоже похвалила выбор семьи. Ну, мы с женой подумали. Ну, когда я узнал, что у меня сын родится, я жене говорю: я буду назвать Владимиром Путиным, в честь президента. Она говорит: серьезно говоришь? Да, я говорю: так решил, пусть носит нашего президента имя, там приятно будет. Как представили, что где-то в Нижневартовске Владимир Путин какает в пеленке, рыгает на маму, борется с коликами и криком объявляет о спецоперации по поиску соски. Ой, а это случаем не дискредитация власти? Сразу видели цап-царапы, лагеря. Оказывается, что Владимир Путин родился настоящим богатырем, пишет местная пресса, больше 4 килограмм. В семье есть и еще один ребенок с настоящим российским именем, просто Ибрагим. В дальнейшем, когда-нибудь лет 20 или 30 пройдет, чтобы про Владимира Путина не забывали. Ну а я вот тоже как представлю себе, как прошло лет 20-30, дед сгниет в тюрьме Гааги, мальчик вырастет и скажет спасибо папе большущее. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. На этом у меня все. Что думаете о нашем топе, пишите мне в комментариях. Конечно же, не забудьте поставить лайк, если вам понравился выпуск, и я не зря просматривала тонны этого дурацкого видео. Любі друзі, дорога родину, слава Україні, живі Білорусь, покусики!